Быть или не быть добровольческому батальону «Крым»? Дискуссии вокруг официального создания подразделения в вооруженных силах продолжаются. Уже третий месяц ведутся переговоры между командиром добровольцев Исой Акаевым и Генштабом. Удалось ли достичь результата, узнавали наши корреспонденты. Разговоры о легализации созданного год назад батальона «Крым» велись еще весной, после того, как почти все добровольческие подразделения вошли в состав МВД или Министерства обороны. Тогда Крым сдал оружие на хранение и вышел из зоны АТО. С просьбой узаконить подразделение командиры и бойцы обратились к президенту и Минобороны. Создание национального подразделения – это не просто, как сказать вам, не такое техническое решение, как создание обычного другого подразделения. Это как бы политическое решение. Мы это так видим, потому что надо показать людям, которые живут в Крыму, что о них помнят, о них знают, о них переживают. По отношению к крымским татарам, что вот есть у них свое национальное подразделение. В Генштабе идею формирования подразделений по национальному и религиозному признаку не одобряют. В законодавстві України не передбачено створення підрозділів військових формувань за національними або етнічними ознаками. Питання в першу чергу треба адресувати вищу військово-політичну керівництву країни. Це перша теза. Друге, дуже важливо розуміти, що підрозділ, а коли мова йдеться за батальйон Крим, то в штатному розкладі батальйону особового складу приблизно від 500 до 800 військовослужбовців. Тобто, наскільки мені відомо, нині до складу підрозділу, який називався «Батальйон Крым», входит лишь кілька десятків. Для бойцов батальона важно общаться на родном языке и соблюдать требования ислама. Но Исай Акаев уверяет, не против, чтобы в подразделении были представители других вероисповеданий. На Донбассе Крым действовал как разведывательно-диверсионная группа. Таким и хотят его сохранить. Добровольцы батальона принимали участие в боях за Пески, Иловайск и Саур-Могилу. Я в том числе вместе с 25-кой мы участвовали непосредственно в штурме. Часть людей участвовала в поддержке в огневой нас. После штурма мы несколько дней отдохнули, потом нас перекинули опять на гору, мы ее защищали уже, удерживали ее там какое-то время. Пока в Генштабе думают, комбат занимается мобилизацией. Рассказывает, в Херсонской области уже нашел немало желающих вступить в батальон. Нашли понимание, поддержку. В принципе, поддерживали эту цель, и я думаю, мы ее достигли, слава богу. Остается теперь только команда от власти, что они все готовы. У нас есть место дислокации, есть номер части, все остальное, и можно будет начинать призыв людей. Ранее создание военного подразделения из выходцев из Крыма анонсировал Мустафа Джемилев. По его словам, президент Порошенко был не против. Исай Акаев уверен, при благоприятных обстоятельствах оформить решение о создании батальона можно за 2 недели. Поэтому, пока им не сказали «нет», надеяться на политическое решение президента Порошенко. Как только это произойдет, комбат и бойцы сразу отправятся в зону АТО. Наталья Калинка, Алим Абдулхаиров, Эльдар Исматов, Заман, АТР.